Здравствуйте! В прямом эфире новости Татарстана. Сегодня День Республики. С чем мы подошли к этому празднику, как его отмечают татарстанцы, расскажем в ближайшие полчаса. В студии Даяна Саитова. 3 в одном! Такой истории ни у одного двора нет. Как в Казани отметили День Республики, День города и День двора, увидел Дмитрий Аринин. Он учил самолеты летать. Справедливой, строгой, не жестокой, а жесткой. О том, как сегодня открыли памятник Виталию Копылову, расскажет Зарина Ахметова. Они к нам приехали на день. Добрые и хорошие. Как татарстанцев развлекали, герои мультфильмов, расскажет Равин Шайдуллин. Танцы автомобилей в самом центре Казани. Чем в этом году запомнится Казань Сити Рейсинг, знает Сергей Хайдаров. Игра и гармонь. Отлично! С музыкального парада. Салават Мухаммадуллин. Это день рождения нового Татарстана. 29 лет назад он был утвержден Верховным Советом. За это время наша республика стала регионом-лидером в стране. Это подтверждают крупные рейтинговые агентства, реализованные проекты и оценка руководства страны. Давайте сейчас увидим самые знаковые моменты в экономической и социальной жизни республики. В целом, считаю, мы можем быть довольны тем, как развивается предприятие и по его техническому оснащению, и по подготовке кадров. Приятно, что сегодня мы наблюдаем пример уникального сотрудничества России и Китая здесь, в Татарстане. Сегодня строительная отрасль требует качественных современных продуктов. Запуск новых печей пиролиза позволит Оргсинтезу значительно увеличить выработку этилена и полиэтилена. Значимый объект за последние десятилетия был создан впервые на территории КамАЗа. Республика сегодня в нашей стране занимает первую позицию по производству молока. Тебя как зовут? Давай, можно руку пожать? Элемент именно такого общественного пространства, на которое государство и хотело бы направлять свои собственные ресурсы. Хорошо, для детей, для... Очень разнообразно.
Татарстанцев поздравил Рустам Минниханов. Республика встречает праздник в атмосфере созидания и уверенности в завтрашнем дне, сказал президент. Он отметил, особое настроение задает подготовка к столетию ТССР. И путь в пройденной республикой показывает, как созидательный труд людей создает условия для роста экономики и улучшения уровня жизни. А проведенный чемпионат WorldSkills показал огромный наработанный ей потенциал. Поздравил жителей республики с праздником президента и в своем инстаграме. Он разместил минутный видеоролик, где кадр за кадром показывается, чем живет сегодня Татарстан. Я искренне поздравляю вас с праздником. Мотор тормоз, Республика Гюрлятарстан. Сегодня у жителей республики есть возможность услышать поздравления со всего мира. Неделю назад Татарстан жил в WorldSkills. Представители иностранных делегаций, а они были из 68 стран, оставили пожелания. Поздравляю с днем рождения Республики Казань. Чудесный город. Я под большим впечатлением. Он выглядит как европейский. Это удивительно. Местные власти достаточно серьезно работают над тем, чтобы повышать благосостояние своих людей. Я вас поздравляю с наступающим праздником и желаю, чтобы рост благосостояния граждан Татарстана повышался, как и, впрочем, граждан всей России. Я хотел бы поздравлять всех жителей Татарстана, успехов, солнца, процветания, также крепкого здоровья. Поздравляю прежде всего своих коллег, а потом народ Татарстана с этим праздником. Я думаю, те темпы развития, которые есть в Татарстане в разных сферах, это и экономика, и культура, и образование, с оптимизмом можно смотреть на будущее Татарстана и желаю, чтобы сохраняли эти темпы, развивали ее. Впервые мы в Казани. Мы очень впечатлены развитием города, республики, большим строительством. Привет, поздравления братскому народу Татарстана. Я хотел бы поздравить татарстанцев с этой прекрасной датой. Очевидно, что это важный для республики день, и мне приятно находиться здесь. Желаю всем приятного отдыха. Нам очень понравилась Казань. Город очень теплый, приветливый. Мы хотели бы поздравить татарстанцев с этой датой и пожелать всего самого наилучшего. У татарского народа очень глубокие корни цивилизации, что это поколение, которое сейчас ответственно за дальнейшее развитие нации, чтобы они были, как сказать, доблестно осуществили свою миссию. Всем успехов, начиная от президента Татарстана, всем горожанам. Один из флагманов промышленности республики – КАПО имени Горбунова. Сейчас здесь по заказу Минобороны модернизируют самолеты Ту-160. А начинал все почти 50 лет назад выдающийся авиастроитель Виталий Копылов. Сегодня в столице открыли его бюст. Имя Виталия Копылова знает каждый житель авиастроительного района. Именно при нем КАПО здесь строил новые дома для своих работников. И вот спустя десятилетия запечатлели его память в бронзе. Мы имеем будущее, пока мы помним тех людей, которые вносили большой вклад, которые очень много сделали для своей страны, для отрасли и для завода. Этот человек очень много сделал для обороноспособности нашей страны, ну и огромный вклад в развитие нашей столицы, нашей республики. Ему большое спасибо. Именно при Виталии Копылове начался выпуск легендарных самолетов, которые сегодня являются гордостью России. Это ракетоносец Ту-160, самолет Ил-62 и, конечно, Ту-22М3. Сегодня видеть масштабы детища завода может каждый прохожий. Увековечить память великого авиастроителя предложил Владимир Путин еще в мае здесь, в Казани. Это была его встреча с работниками КАПО, которые сейчас модернизируют Ту-160. Было бы правильно увековечить память выдающегося директора и авиастроителя, бывшего генерального директора Копылова. Это был человек слова, так о Копылове говорят его бывшие коллеги и нынешние работники завода. Справедливый, строгой. Не жестокой, а жесткой. Вот.
воспитатель очень великолепный. Наследие, которое осталось после него, мы до сих пор им пользуемся и видим, что сделал этот великий человек для нас, в том числе для нашего поколения, потому что прошло уже много-много лет, и то, что он построил, мы это видим, это видит весь город. Сегодня имя Копылова носит не только одна из улиц Казани, но и один из белых лебедей, который выпустили в 2008 году. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. В этот значимый день для республики 70-летие отмечает экс-первый вице-премьер Татарстана Равиль Муратов. Сегодня его поздравил президент Рустам Минниханов и вручил орден Дуслык. Награда вручается за особые заслуги в укреплении международного авторитета республики, за вклад в развитие региона. Напомним, Равиль Муратов 19 лет проработал в правительстве. И вот, как пишет первый президент Минтимер Шамиев в книге «Измур с горной стороны», изданной Институтом истории имени Марджани к его юбилею. Цитата. «Равиль Фатыхович мог бы успешно работать председателем правительства республики. Мне было тяжело решиться на это, потому что он, имея высокие властные полномочия и успешный опыт работы, негласно возглавлял штаб, откуда исходили неординарные предложения. Они позволили даже в кризисные годы реализовать заслуживающие благодарность населения социальные проекты, такие как ликвидация ветхого жилья, льготная ипотека, газификация населенных пунктов республики и немало иных судьбоносных решений», благодарит Минтимер Шамиев. Праздник сегодня не только на площадях районов и городов республики, но и в отдельно взятом дворе. Так, в Казани на Гагарина праздник тройной. Здесь День республики и День города ознаменовался еще и завершением большого капремонта. Теперь это двор-образец. Поздравить казанцев с приобретением пришли полпред президентов Поволжья Игорь Комаров и Рустам Минниханов. О празднике в Кубе Дмитрий Аринин. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты видят все, кто приходит в этот двор. А все потому, что в этом дворе в разные годы жили многие известные летчики, даже вот Василий Сталин. И, кстати, как гласит местная легенда, в этом доме где-то спрятан его клад. Настоящим богатством называют теперь свой двор его жители. Теперь здесь только принимать гостей и самим наслаждаться. Наш полпред Комаров. Очень приятно. Да. Спасибо вам большое, огромное за этот вклад. Поздравить казанцев-гагаринцев пришли полпред президента Игорь Комаров и Рустам Минниханов. Республика и город Казань динамично развиваются. Но также, я думаю, еще более важно, что жители города и жители двора видят эти изменения, динамичные изменения. Я всех вас поздравляю и с праздником. Поздравляю, что вот в этот праздничный день мы вместе с вами находимся в этом прекрасном дворе. Прекрасные люди. И огромная история. Я думаю, такой истории ни у одного двора нет. Обновленный двор сохранил свои исторические достопримечательности, например, центральную клумбу, и обзавелся множеством горок, качелей и большой сценой. Все в авиастиле. Атмосфера двора не то что сохранилась, она, наверное, сейчас начинает проявляться заново. Хорошо, вроде так ничего сделали, так бы везде на всех площадках поделали. Много детей, с кем можно подружиться стало. И такими красивыми через 3 года станут все дворы республики. Все благодаря новой республиканской программе. Она охватит почти 15 тысяч многоквартирных домов, а значит 3 миллиона татарстанцев. Они сами принимают в этом самое активное участие, как жители Гагаринского двора. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Из телевизора на праздничный парад. В парке Горького Казани сегодня более 200 человек прошли костюмированной колонной. Дети, их родители, 3 десятка персонажей из детских мультфильмов. Участники двигались по главной аллее. Все под аккомпанемент оркестра. Казанцы и гости смогли увидеть вживую любимых мультгероев. В День республики телеканал «Карусель» в Казани подводит итоги конкурса «Главные герои». Целый год дети голосовали за своих любимых персонажей. И вот они приехали к ним сами. Мультгероев новых и прошедших лет увидел и Рамиль Шайтуля. Еще утром они были на экранах, а сейчас вместе со всеми. Казань сегодня настоящий город детства. Мы посмотрели концерт, пофотографировались, пообнимались. Живой Матроскин, Мимимишки и многие другие. Сегодня у стен Кремля они рука об руку со своими маленькими зрителями. Не только детьми, да и взрослыми, чего уж лукавить. Это герои наших любимых мультфильмов. И целый год было открыто голосование. И сегодня мы объявим на арене
представление казанского цирка. Отлично! Наверное, вот что такое мечты сбываются в данном случае. Мечты сотен тысяч малышей, которые любят мультики. Специально ради них их любимые герои пришли сюда на праздник, чтобы поболтать с ними и пообниматься. Привет. Главных героев знают не только дети, но и папы, и мамы. Вот бульвар «Белые цветы». Посмотреть на Тучку и бременских музыкантов пришли с семьями. Все дети знают. У кого есть дети, мне кажется, родители все знают этих героев. Жалко то, что подойти нельзя. Лео и Тика, Мимимишки, Трио. Я увидела Тучку, Кешу и Матроскина. Они прикольные и классные. А еще пушистые и мягкие. До самого вечера мультяшки развлекаются вместе со своими друзьями, участниками праздничного концерта. Что если мы будем супергерои? Рамиль Шайдурин, Андрей Зентальцев, ТНВ, Казань. На фестивале у нашего детского телеканала «Шаян ТВ» была своя площадка. О чем в этот день мечтает будущее Татарстана, узнала Алия Хайрудинова. Ребята, и этот гном, он очень-очень не любит праздники. В отличие от сказочного гнома, с любимым детским каналом «Шаян» к празднику были готовы все. Это с экрана он учит детей татарскому, а здесь, в парке, праздник для всех малышей. Вот сюда, посерединку, вот, наматывай. Дети знают, сегодня день рождения Татарстана, а у «Шаян ТВ» двойной праздник, им 9 месяцев. Конечно, это праздник для всех национальностей, для всех детей. Один праздник, и всех детей поздравляю с праздником. Пока до торта со свечками далеко, но загадать желание можно. Одно сбывается у всех – фото с любимыми сказочными героями. Мы всегда у себя в городе смотрим всякие концерты. В праздник надо веселиться, прыгать на батут, кушать мороженое, веселиться, позвать подруг домой, выступать, петь. Я все шоколадки в мире съел бы. Я бы сделала всем открытки и поздравляла бы их. Любимый «Шаян» можно встретить и в парке Горького, и даже в Кремле. Встречают ведущие, что с экранов давно стали родными. Мастер-классы, песни и даже лепка слайма. Все вместе. Интерактивное шоу очень интересное. Мой братишка очень классно потанцевал. Люди, которых они видят по телевизору каждый день по каналу «Шаян ТВ», которых для них служит примером, они сегодня с ними вживую общаются. Воздушный пластилин. Ну, такой он день республики. Глазами детей. Кто-то мечтает съесть побольше мороженое, кто-то делает слайм. Я тоже исполнила свою мечту и нарисовала флаг. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Итак, в эти минуты в Казанском цирке объявляют обладатели национальной детской премии «Главные герои». Это лучший детский проект отечественного и зарубежного производства в 13 номинациях. Сейчас там работает Салават Мухаммадуллин. Салават, удалось ли нашему «Шаян ТВ» стать открытием года? Добрый вечер, Даяна. Ну, сегодня в цирке вместо клоунов и трюкачей любимые персонажи детских мультфильмов и детских передач. Да, вы правы, награждение началось примерно полчаса назад, и уже есть победители, и один из них, телеканал «Шаян ТВ», наши коллеги, выиграли в номинации «Открытие года». Давайте посмотрим, как это было. Открытие года! Конечно, Говори. Конечно же, открытие года — это «Шаян ТВ». Мы уже упомянули его несколько раз. Поздравляю! Могут смотреть свои любимые мультфильмы на татарском языке. Главные герои – это одна из самых престижных наград на российском телевидении в области именно детского ТВ-формата. Всего было сегодня есть 13 номинаций. Победители выбирали в течение нескольких месяцев сами зрители. Сегодня здесь выбирают и лучшего ведущего, и лучшую программу, и лучший анимационный фильм. Также стоит отметить, что награждение впервые проходит на региональном уровне, в регионе, и это Казань. И в самом начале поздравили всех с Днем Республики и с самой премией, всех участников, полпред президента Приволжского федерального округа Игорь Комаров и Рустам Миниханов. Давайте послушаем, как это было. Победители премии «Главный герой» и пожелать им дальнейших успехов, а детям пожелать получить удовольствие от сегодняшнего события, ну и дальше радовать нас всех новыми событиями. День города, День Республики, такой праздник. Большое спасибо организаторам, что этот праздник
сегодня у нас в Казани. Хотел бы пожелать всем успешного конкурса и еще раз, чтобы мы здесь встретились. Большое спасибо. Виктор Ахатенко. Так вот сегодня у всех этих сотен детей и их родителей, кто пришел в цирк, тройной праздник, и День Республики, и День города, и вот премия «Главные герои», хотя, наверное, главные герои здесь все-таки это дети и их эмоции. Даяна, передаю вам слова. Спасибо, Салават, и мы продолжаем. Запах жженой резины, танцующий КамАЗа в центре столицы и Рустам Минниханов за рулем Урала. Так сегодня в Казани прошло автомотошоу «Казан-Сити Рейсинг». Увидеть трюки от лучших гонщиков России у стен Кремля собрались тысячи казанцев и туристов. Опасные маневры, оглушительный рев мотора и слезы из глаз от жженой резины. Так ярко началось это утро под стенами Кремля. Трюков и экстрима было много, но вот кто больше всех удивил зрителей, так это Рустам Минниханов. Президент впервые приехал на шоу за рулем Урала. Большое спасибо нашим коллегам, которые приехали из Москвы. И мы, конечно же, присоединились к этому событию. Очень приятно, что технические виды, они всегда были и остаются для республики привлекательными. Ну а прямо сейчас один из главных подарков для всех гостей этого автопраздника — выступление команды КамАЗ Мастерс. В прошлом году они удивляли тем, что порхали над центром Казани, как бабочки. В этом году они танцуют сальсу. Для нас тоже особая гордость, что КамАЗ, полноприводный КамАЗ, еще себя и прекрасно чувствует на асфальте. Это наглядно демонстрирует возможности нашего завода. Ничего необычного, просто москвич обгоняет БМВ. За гонкой следят тысячи зрителей. Очень много привлекает людей, иностранцев, туристов. Очень все хорошо организовано. Я за всех болею. А как тебе вообще гонки? Нравится, как ребята гоняют? Нормально, очень хорошо. Интерес к авто- и мотоспорту в республике зашкаливает. В подтверждение очередь на автограф-сессию с гонщиками. Организаторы обещают, шоу в Казани обязательно вернется. Сергей Хайдаров, Алмаз Зиединов, ТНВ Казань. А на этой арене скорости были другие. Арабские скакуны, татарские лошади, ахалтыкинцы разыграли приз в 3 миллиона рублей. Общий фонд 6 миллионов. Кто оказался на коне и увез главный приз, увидел Рамиль Галиуллин. Такого в истории Дня Республики еще не было. Программу скачек открыл заезд лошадей татарской породы. Дистанция 2 километра и месяцы тренировок позади. С первых минут в лидеры выбился Барс РТ, который также красиво принес своего жокея первым к финишу. У него характер такой горячий. И приходится с ним помягче. Победа удалась нелегко. Готовились этим уже весной, начали готовиться. Не пропустили скачки Рустам Минниханов и Виктор Комаров. Вначале они оценили товары народных промыслов и попробовали блюда татарской кухни. Особый подарок президенту — чак-чак, который побывал в космосе. Сегодня посмотреть на скакунов приехали со всей республики. Пока скромный шляпный магазин предлагает дамам купить неизменные атрибуты ипподрома. Мужчины изучают программки и толпятся у тотализатора. Скачки посещаю ежегодно 3 раза в Сабантуйда. Захватывает. Хочется поставить ставки, но пока я не разбираюсь в этом. Самая интригующая гонка дня – это заезд на Кубок президента Татарстана. Одновременно на старт вышли 9 лучших жокеев страны. Им нужно преодолеть без малого 2,5 километра дистанции. Призовой фонд заезда – 3 миллиона рублей. Традиционные фавориты – лошади Рамзана Кадырова. За последние 3 года они дважды увозили главный приз. Но на самом финише фаворитов обошел конкурент из Татарстана. Жокей Александр Иванской на лошади князь Юсупов. Ее точно не назвать темной лошадкой. Она прошлогодний победитель. Победа всегда желанна, победа всегда интересна. И как бы приз президента Республики Татарстан разыгрывается в такой прекрасный день. И мы очень довольны, я всех поздравляю. Всего за день 16 заездов. Победители разделили между собой призовой фонд более чем в 6 миллионов рублей. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. В цвета татарстанского флага окрасили сегодня все города и районы республики. В каждом праздник со своей изюминкой.
В Челнах День города и республики отметили праздником цветов. По улицам проехал автофестиваль. После капитального ремонта открылся детский сад. Люблю свой город, никуда не собираюсь уезжать. Очень люблю свой Татарстан. В Нижнекамске большой гастрономический фестиваль для гурманов организовали настоящее кулинарное шоу. Очень весело, музыка, все улыбаются, счастливы, по-моему, и довольны. Поздравляю всех с Днем города! Ура! Гуляй-парк. Название говорит само за себя. Торжества здесь начались с концертной программы. Юным елабужанам вручили паспорта. Желаю видеть только хорошего в том, что для нас делают наша власть. В Альметьевске помогли первоклашкам собраться в школу. Им вручили денежные сертификаты. Очень-очень добрый праздник. Бережно относиться к своей республике, любить ее, оберегать. В Нурлате праздник решили отметить спортивными достижениями, а местные красавицы участвовали в конкурсе «Длинная коса». Настроение отличное, все у нас хорошо, все прекрасно. Народные гуляния Вознакаева развернулись на центральном стадионе. Парад, чествование передовиков, большой концерт. Светлана Звонарева, ТНВ, Татарстан. Малай на белом барсе, ночи и моряк. Настроение жителям и гостям республики в эти минуты поднимают известные исполнители. Прямо сейчас праздничный концерт возле центра семьи Казан. Там и наш корреспондент Зарина Ахметова, она тоже подпевает артистам. Зарина, какая атмосфера на площадке? Добрый вечер, Даяна. Прямо сейчас я нахожусь возле центра семьи Казань. Конечно, погода, теплом нас сегодня не радует. Несмотря на это, настроение у зрителей просто огонь. Согреваемся мы не только горячим чаем, но и горячими песнями. Буквально недавно выступили татарские артисты. Мы узнали имена лучших голосов районов столицы. Услышали знаменитые песни певицы Лейна. Ну а прямо сейчас выступает группа Помпеи. Конечно, все с нетерпением ждут выступления и хедлайнеров вечера. Это группа Ронда и, конечно же, Федук. Ну а мы решили узнать, какие песни исполнители, зрители знают и любят больше всего. Давайте послушаем. Кого пришли увидеть в первую очередь сегодня? Федука. Прекрасное, замечательное настроение. Спасибо большое всем руководителям, кто это сделал. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не... Отлично, мне очень понравилось. Это концерт клевый. Все так красиво поют. Алло. Ну, концерт еще продолжается. Примерно до 10 вечера он еще будет идти. Впереди праздничный салют. Ну, а мы пока остаемся здесь, слушать классную музыку и подпевать нашим любимым артистам. На этом у меня все. Даяна. Спасибо, Зарина. А мы продолжаем. Больше 1000 певцов, танцоров и ансамблей. Так, сегодня в самом центре Казани, Татарской Слободе, гулял фестиваль «Казан СЛГС». Самому младшему участнику 3 года, а старшему 97. Пели, танцевали и показывали обряды татарстанцы, народы Поволжья и даже других стран. А гармонисты Татарстана сегодня объединились в честь Дня Республики и организовали целое интерактивное шоу с самобытными музыкантами и зрителями. Как в прямом смысле песня льется, по улицам города услышал и даже поучаствовал Салават Махмадуллин. Около 300 музыкантов в национальных костюмах и под открытым небом. Это парад «Играй гармонь». Туристы пока находятся в небольшом ступоре, но с телефонами в руках. Настроение отличное. У всех свой репертуар, но есть ансамбли. Все хорошо играют. Парад начался от Казанского Кремля, и первая остановка у памятника Мусе Джалилю. Здесь театральная постановка «Гармонь в сердце народа». Такие костюмы. Вообще, народ весь такой дружный, веселый, все радуются этому празднику. Еще одна остановка — Академия наук Республики. Районы и регионы объединяются и танцуют, поют. В общем, народное творчество. Играем все, но в основном татарскую музыку. А не сложно идти и играть? Нет,
Пермь, Киров, Ульяновск. На параде гармонисты из 17 регионов и со всех районов республики. С ними в пляс спустилась и министр культуры. Дальше парад по Баумана. Тут и подключились прохожие туристы. Отлично! В шоке, так здорово. Вообще просто очень нравится. Необычно. Первый раз на День Столько города. Гармонистов мы никогда не видели. Вообще замечательно, мы в восторге. Мы еще никогда на таком мероприятии не были никогда. Первый раз вот случайно мы попали на ваш праздник. Так парад гармонистов, баянистов и туристов дошел до театра Камала. Салават Ухмадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Такой была картина этого праздничного дня. Гуляния продолжаются. Итоги мы подведем в 21:30. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». День Республики – праздник, который объединяет весь многонациональный Татарстан. У наших народов общая история и общее будущее. Сегодня мы уверенно продвигаемся по пути преобразований, решаем сложные задачи социально-экономического развития. Мы вместе стремимся к новым победам. Наша сила в единстве народов. Группа компаний «Таиф» сердечно поздравляет вас с праздником Днем Республики Татарстан. Компания «Татнефть» поздравляет всех татарстанцев с Днем Республики. На нашей благодатной и щедрой земле живут и работают талантливые и трудолюбивые люди, которые вносят свой достойный вклад в развитие и процветание республики. Желаем многонациональному народу Татарстана добра, взаимопонимания и благополучия. С праздниками вас! Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город», Казань, 222 55 00. В торговом центре «Дом мебели Аркон» есть все необходимое, чтобы обновить ваш гардероб и интерьер в мебельных отделах, приобрести технику и посуду, порадовать себя новой парой обуви, косметикой и ювелирными украшениями, а также вкусно перекусить. Ждем вас за покупками по адресу город Зеленодольск, Комсомольская, 10. 8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан. Проголосовать можно не по месту регистрации, а по месту нахождения. Для этого необходимо написать заявление и выбрать удобный избирательный участок. С 24 июля по 4 сентября заявление можно подать в любую территориальную комиссию МФЦ или на сайте Госуслуг, а с 28 августа еще и в любую участковую комиссию. Не успели? С 5 по 7 сентября можно оформить специальное заявление в участковой избирательной комиссии по месту вашей прописки. Подробности по телефону 8 800 707 2019 или на сайте Центра избиркома Татарстана. Выбирай, где выбирать. Здравствуйте! О погоде на предстоящие сутки через несколько секунд. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166 или загляните на сайт danil-master.rf. Лучший протез точно в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций.
Последний день лета будет радовать нас солнечной погодой без осадков. Будет умеренно тепло. И по данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность 12 градусов выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге без осадков. Тут плюс 14. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске синоптики обещают ясную погоду около 13 градусов со знаком плюс. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре-Балтаси плюс 15, солнечно. Для юго-запада 31 августа будет ясным. Тут теплее, чем в других районах, 17 градусов. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями. Столбики термометров покажут плюс 15. А сентябрь с первого дня порадует нас теплой и солнечной погодой. Спонсор показа ПАО «Акбарсбанк». Акбарсбанк – универсальный банк, оказывающий все основные виды банковских операций на рынке финансовых услуг, как для частных, так и для корпоративных клиентов. Акбарсбанк – банк для вашей жизни. Это успокаивающая терапия вместе с Акбарсбанком. Примите удобное положение и расслабьтесь. Процентная ставка на потребительские кредиты со страховкой 10,9%. Не от 10,9%, а ровно 10,9%. Если вы не клиент банка, тоже 10,9%. Ни больше, ни меньше. На этом все. Еще увидимся. Мечтается о двухкомнатной за 3 миллиона 100 тысяч рублей? Зеленый свет мечтам в жилом комплексе «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 03 03. Жилой комплекс «Грин» – это свежий воздух и речка рядом. Это 5 минут до остановки Академии правосудия в Советском районе. Это квартиры в сданном и строящимся домах по выгодным ценам. Звоните в ЮИТ 233 03 03. В Казани будет солнечно. Днем 16-18 градусов. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Магнитное поле Земли спокойное. Спонсор выпуска – аквапарк «Барионикс» на Гафурии 46. Для вас комфортная детская зона, удобные раздевалки и автоматический подъемник кругов. Максимум отдыха по доступной цене. Аквапарк «Барионикс» – это отдых для всей семьи. Здесь комфортная детская зона. Здесь не нужно таскать рюкзаки на себе. Здесь не нужно стоять в очередях. И все это по доступной цене. Аквапарк «Барионикс» на Гафури 46.